Дорогие друзья, мы находимся в потрясающем штабе «Татар». У нас, как всегда, поют песни, как всегда, вкусно-вкусно кушают. Сегодня собрались только самые приятные, самые отзывчивые и доброжелательные люди. Сейчас я бы хотел узнать у наших замечательных гостей, что они думают по поводу любви. Гульнара, у нас сегодня тема любви, и хотелось бы у вас узнать, что для вас любовь в первую очередь? Любовь — это, конечно же, для меня самое главное. Это уважение и принятие того, какой ты есть человек. Любить — это такое классное чувство, и желаю всем его всегда ощущать. Замечательно. Немножко щепетильных вопросов. Как вы считаете, должна ли вторая половинка, в лице, конечно же, мужчины, зарабатывать деньги, как-то содержать семью? Не должен, это роль мужчины, что он должен зарабатывать денег так же, как и женщина. Замечательно, замечательно. А как вы относитесь к тому, что бывают браки, например, не по национальности? Допустим, есть мужчины-татары, а есть невестки там русские. Как вы за, против? Как у вас на этот счет? Я как координатор татарского движения в Москве, конечно же, хотела бы, чтобы в нашем сообществе все женились на своей вере, именно татар-башкир между собой. И вот так. Может быть, какие-то есть наставления для тех ребят, которые сегодня, например, здесь. Может быть, что-то сможете посоветовать им, что-то рассказать такого, чтобы они наконец-таки сделали свой первый шаг, потому что я даже как парень молодой вижу очень замечательных, симпатичных девчонок. Что думаете? Самое главное, я хочу посоветовать парням быть активными, не стесняться, подходить к девушкам, знакомиться, делать первый шаг. А то я слышу от многих девушек, татарочек, что парни неактивны и стесняются. Вы что, егитлер, эйдегес, активно булыгас. И приходите, конечно же, в штаб «Татар», потому что у нас здесь очень много самых классных ребят, которые вы обязательно должны будете увидеть на этом вечере. И познакомиться, само собой. Все, благодарю, очень, очень хороший ответ. Итак, друзья, перед нами замечательная пара, и как раз-таки сейчас мы на живом примере узнаем, что для них любовь. Любовь – это существительное. Замечательно, уже хорошо. Дополнишь? Могу сказать, что для меня любовь – это, во-первых, доверие, наверное, все же. Именно взаимопонимание между людьми. Ты понимаешь, что ты полностью доверяешь этому человеку, и у вас какие-то общие цели. Я считаю, это очень важно, и вы вместе шагаете вперед по этому жизненному пути. Еще один вопрос. Смотрите, бывает такая история, что мужчина, например, не зарабатывает определенное достаточное количество денег, чтобы обеспечивать свою девушку. Как вы на это смотрите? Плохо это, либо хорошо? Как вы думаете? Я бы такого мужчину бросил, конечно. Лично, мое мнение, я для себя приняла такое решение, мне было бы неприятно, если бы меня полностью обеспечивали. Я считаю, я для себя такое не приемлю, потому что я считаю, что я могу зарабатывать, мне это нравится, у меня есть свои собственные деньги. И я... Да. Последний вопрос. Может быть, у вас есть какие-то наставления, слова какие-то, которые помогут нашим парням брать на себя инициативность и, допустим, в этом же вечере как-то знакомиться больше, находить свою вторую половинку? Что вы думаете на этот счет? Главное, не бояться совершить ошибку, и разговаривать. Нужно найти общий язык, это самое главное. А ты что думаешь? Я считаю, что нужно оставаться самим собой и не бояться идти на контакт, на какое-то общение и просто разговаривать, просто знакомиться. Мы подходим к замечательной Эльзе. Эльза, подождите, мы к вам. Здесь вопрос жизни и смерти, Эльза. Мы вас очень сильно любим. Буквально один простой вопрос. Что любовь, на ваш взгляд? Это доверие друг другу. Замечательно. Друзья, мы пришли в эту замечательную дамскую комнату, как я понимаю. Здесь у нас поют песни. Мы вас прервем буквально на минутку. Первый вопрос у нас заключается в том, что такое любовь, на твой взгляд? Любовь — это то, ради чего ты живешь. Это незабываемые эмоции, это теплота и счастье. Допустим, есть такая ситуация.
есть парень и девушка, которые любят друг друга, но мужчина не зарабатывает деньги, то есть он не может обеспечивать свою девушку. Вот что ты думаешь на этот счет? Допустимо, если девушку это устраивает, то почему бы и нет? Это все субъективно, так что вот так вот. У нас очень много замечательных девчонок сегодня собралось на нашем вечере, ну и как прежде было. Вот. Но наши парни, есть такое немножко чувство, что будто бы стесняются, что будто бы им чуть-чуть не хватает решимости. Вот что ты можешь сказать? Может, что-то сможешь посоветовать со своей женской стороны? Вот. Какие у тебя мысли на этот счет? Я считаю, что здесь нечего стесняться, можно просто подойти, познакомиться, узнать, из какого ты университета и продолжить таким образом диалог. В любом случае, новые знакомства — это замечательно. Что, на твой взгляд, любовь? Это когда ты отдаешь человеку все, не требуешь ничего взамен. Получается, если мужчина не зарабатывает, это плохо? Или все-таки можно с этим жить, можно как-то в таких отношениях находиться? С этим можно жить. В таких отношениях можно находиться. Заключительный вопрос. Может быть, какие-то советы ты нашим парням хотел бы дать? Будь решительнее. Быть решительнее. Ну, а как вот это сделать? Вот как вот, например, мне быть решительнее? Что тебе мешает подойти? Например, я стеснительный, и мне... Побори себя, но это тоже... А каким образом? Ну, взял, подошел, познакомился. Как тебя зовут? Как ты зовут? Ну что ж, друзья, мы были вот в такой замечательной комнате. Здесь, как вы могли видеть, поют песни, зажигают, а мы идем дальше. Как тебя зовут, во-первых? Вера. Эльвира. Отлично. У нас сегодня тема любви, и хотелось бы у тебя узнать, что, на твой взгляд, такое любовь? Ну, в общем, когда ты готов сопереживать, когда ты готов вне эгоистичного своего вот какого-то стремления что-то делать для другого, бескорыстно. Да, я вот думаю, что вот это любовь. Бывают такие ситуации, когда мужчина с девушкой встречаются, но, к сожалению, мужчина не может обеспечивать свою женщину на данный момент времени. Вот как ты думаешь, нормальная ли эта ситуация или нет? Обеспечивать, ты имеешь в виду полностью, на 100%? Если они не в браке, то ну, как бы все зависит от, опять же, очень индивидуально. Ну, для меня, как бы, я, например, работаю, то есть я не собираюсь не работать, вот, и в какой-то степени я могу себя обеспечивать. Ну, конечно, я бы хотела, чтобы муж тоже отчасти меня тоже помогал. Ну, грубо говоря, если он зарабатывает 50 тысяч рублей, живя в Москве, то это пойдет или не пойдет? Ну, то есть хватает немножко на квартиру и чуть-чуть поесть. Это ок или не ок? Это не ок, это мало. Это не ок. То есть, то есть нужны средства, чтобы еще можно было и погулять, и в ресторанчики сходить, правильно? Просто на 50 тысяч вообще невозможно прожить в Москве, поэтому здесь даже об этом и речь не идет. Тут не только погулять, тут в принципе, ну как бы сложновато. Тогда напрашивается вопрос, сколько семейной паре нужно денег, чтобы они жили в комфорте и счастье? Ну, мне кажется, 150 тысяч на одного человека нормально. Мы бы хотели узнать, чего нашим парням в штабе «Татар» не хватает. Потому что мы видим, что есть замечательные парни, есть очаровательные девушки, которые готовы знакомиться, но почему-то их что-то останавливает. Может быть, какие-то советы дашь, как вот девушка, которая видит это все со стороны? Мне у вас очень понравилось. И первое впечатление, которое они производят, замечательное. Вот. То есть все парни у нас прям классные? Да, абсолютно. То есть, в принципе, ты допускаешь такую возможность, что здесь ты найдешь свою вторую половинку, с которой вы проживете долгие-долгие и счастливые года своей жизни? Все возможно. Что такое для тебя любовь? Я вот давно готовил ответ. Любовь — это когда переживаешь за другого больше, чем за себя. Хорошо, смотри, если, допустим, девушка зарабатывает больше, чем ты, будет ли тебе комфортно? И готов ли ты обеспечивать свою вторую половинку полностью, если она, например, ну, по каким-то обстоятельствам не зарабатывает столько, сколько нужно для того, чтобы полноценно и насыщенно жить в Москве? В целом, если вначале там ты мало зарабатываешь, в целом ты понимаешь, если то, что это временно, вот, и когда-то ты будешь зарабатывать много, то в принципе это допустимо, вот. Но девушка, в принципе, я не представляю, чтобы больше мужчин зарабатывал. Слушай, а как ты относишься к тому, что если девушка говорит, если ты не будешь зарабатывать 100 тысяч рублей, то я с тобой не буду, потому что мы с тобой так не выживем на твои 100 тысяч, на твою зарплату? Я негативно отношусь к таким девушкам, это вообще ну понятно почему даже. Закончились у нас каверзные вопросы. Вопрос попроще. Познакомился ли ты сегодня с кем-нибудь и как тебе наши девушки штаба «Татар»? Девушки штаба «Татар» прекрасны. Каждая красива, каждая хороша. Вот. Я ни с кем сегодня не познакомился. Слушай, а с чем это связано? Это связано с тем, что я сегодня спать хочу немного.
Слушай, а как ты относишься вообще к тому, что вот, например, татары ищут себе татарскую девушку? Или ты не из таких, которые ищут девушку своей национальности? Я ищу себе татарскую девушку, да. Ну, потому что родители должны понять. Как говорили у нас девчонки, нужно просто начать с такого разговора, как тебя зовут. Вот, и все. Это просто ключ к любым отношениям. Потом спрашиваешь, из какого ты университета, и у тебя все будет окей. Поэтому я тебе желаю успехов. Спасибо за твои ответы. Я уверен, у тебя все получится, и ты найдешь свою вторую половинку. Отлично, друзья, мы движемся дальше. Амир, что для тебя любовь? Скажи, пожалуйста. Для меня любовь — это когда вот для человека все хочется сделать, вот все прям. Вот что он не попросит, все для него. Вот это любовь, я считаю. Смотри, сразу хочу у тебя спросить, так сказать, срубить с плеча. Допустим, она тебе говорит, если ты не будешь зарабатывать 150 тысяч рублей в месяц, то нам не быть с тобой, потому что ты меня не сможешь обеспечить. Как ты думаешь, это хорошо или это недопустимо? Но этот вопрос давно решен. Если, конечно, речь не идет не про доллары, рубли уже спокойно зарабатываются 150 тысяч. Как бы на втором курсе я иду на стажировку Яндекс, там 80 тысяч уже спокойно делается. То есть как бы такого вопроса чисто физически возникнуть не может. Но если мы говорим про доллары, я, скорее всего, не потяну, но хотелось бы как бы быть на уровне своей, королевы, так скажем, своей. То есть ты действительно готов ради своей девушки как-то находить новые работы, либо там, например, работать в 2 смены, но лишь бы угодить своей любимой? Но если она действительно любимая, если я ее выбрал, если она, я тоже недостойную не выберу. Если я выберу достойную, девушку, если я ее люблю, то я готов, пахать ради нее. Но отдача тоже должна быть, естественно. Ну да, это само собой. Замечательно. Еще один вопрос. Сегодня ли ты познакомился с какой-нибудь девушкой? И если да, то как это, получилось у тебя или нет? Взял ли ты контакты или нет? Вот расскажи, пожалуйста, об этом. К сожалению, рассказать ничего не могу, потому что не познакомился. Но я надеюсь в штабе встретить татарочку, потому что, все народы хороши, но хочется со своим народом уж коммуницировать. Вот. Но я думаю, я не последний раз, еще найдем кого-нибудь. Только 9:30, у тебя еще полно времени, чтобы со всеми познакомиться, узнать друг друга поближе. И, возможно, уже сегодня ты найдешь ту единственную, с которой проживешь всю свою оставшуюся жизнь. Будешь ее обеспечивать, будешь работать на 2 работах и будешь жить счастливо. Спасибо тебе большое, Амир. Я желаю тебе счастья и, конечно же, любви. Что такое для меня любовь? Да. Это непередаваемые ощущения, которые люди чувствуют. Вот. Эти чувства их возвышают, они готовы совершать обезбашенные поступки и жить кайфуя, можно так сказать. Окей, а я как понял, ты уже нашел свою вторую половинку и уже почувствовал эти эмоции? Да, совершенно верно, да. Класс. Смотри, у нас немножко щепетильный вопрос. Сколько, по-твоему, должен зарабатывать мужчина, чтобы в Москве мог содержать и девушку, и себя, и при этом еще жить полноценно, кайфово, вот как ты говоришь? Если оценивать мужчину лет 25, в принципе, от 200-300 тысяч, мне кажется, было бы очень комфортно жить. Круто. Смотри, еще последний вопрос. Скажи, пожалуйста, а свою вторую половинку ты нашел именно здесь или как это произошло? Можно сказать, да. То есть, грубо говоря, ту единственную ты нашел на вечере штаба татар? Не на вечере, но в одном из татарских сообществ, так скажем. Вот. Друзья, этот пример уже доказывает то, что придя сюда, вы можете найти действительно свою вторую половинку и жить с ней счастливые совместные года. Так ли это? Так точно. Все, спасибо тебе, Марат, больше не будем мучить. Спасибо большое, спасибо. Дильбар, замечательное имя. И мы как раз-таки говорим о замечательном таком чувстве, как любовь. Поэтому я бы хотел у тебя узнать в первую очередь, что такое любовь для тебя? Любовь — это когда ты привязан к человеку, можешь себя чувствовать с ним комфортно и поделиться чем угодно. Отлично. Скажи, пожалуйста, а должен ли мужчина зарабатывать и как-то обеспечивать свою женщину, чтобы у них были счастливые отношения? Мне кажется,
Если вы уже на той стадии, когда вы хотите завести детей, то в этот момент он должен постараться все-таки обеспечить семью. Но если вы еще не на этой стадии, или если там уже дети взрослые, то все-таки нужно, наверное, обоим работать. Ну, представим такую ситуацию, что вот вы уже на стадии, когда нужно заводить детей, и мужчина зарабатывает 50 тысяч рублей. Вот как ты считаешь, это критично в этой ситуации или нет? Смотря где вы живете. В Москве. Вот мы рассматриваем вот прям эти условия, которые сейчас вот в Москве. И по тем же ценам на квартиры, и по ценам на продукты. Ну, 50 тысяч, конечно, маловато, нужно стремиться развиваться, но если вы очень сильно хотите и верите, что у вас получится, то почему нет? О, замечательный ответ. А сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы было окей? Ну, пусть будет, не знаю, 100 тысяч. Ну, мне кажется, уже комфортно при таком уровне заработка. То есть, когда мужчина будет зарабатывать 100 тысяч рублей, это уже означает то, что он может содержать семью и может заводить детей. Получается так? Да. Мне кажется, да. Ну, не обязательно именно 100 тысяч, но если он зарабатывает меньше, то тоже ничего страшного. Я понял. Слушай, а как ты вообще относишься к тому, что вот бывает, например, невестка русская, а жених, например, татарин? Или наоборот, вот. Или ты все-таки склоняешься к тому, чтобы, например, и жених, и невеста были одной национальности? Как ты вот на этот счет смотришь? Ну, мне кажется, у любви нет границ, поэтому если у людей разная национальность, но они влюблены в друг друга, то в этом нет никакой проблемы. Как ты уже могла заметить, в штабе «Татар» очень много классных парней, много очень очаровательных девушек. Вот как ты думаешь, можно ли здесь найти свою вторую половинку, с которой будешь жить до конца своих дней? Я уверена, что можно. Свою вторую половинку можно найти где угодно, а здесь собрание людей, у которых есть одна очень большая общая черта. Есть то, о чем поговорить, как минимум о нашей необъятной истории, о нашей нации. Поэтому ответ однозначно да. А можно такой вопрос? А сегодня с тобой уже знакомились парни? Ну, да, но я бы не сказала, что в каком-то таком ключе, но да. Ну, то есть не возникает такой мысли, что парням надо немножко быть инициативнее? Или здесь все хорошо, и они как бы и так подходят, и так знакомятся? Ну, по мне так все и так хорошо. Но если парень инициативный, это всегда круто. Все. На такой прекрасной ноте мы с вами попрощаемся. Спасибо большое за ваши ответы. Друзья, вот такой вот у нас замечательный интерактив получился с нашими гостями. Обязательно приходите в штаб «Татар», чтобы найти свою вторую половинку, потому что, как вы уже могли заметить, многие ребята уже здесь знакомятся, общаются. Некоторые из них уже женятся и заводят, конечно же, самых-самых красивых и замечательных детей. Поэтому, друзья, приходите сюда в наш штаб «Татар», будьте инициативными, любите друг друга и будьте, конечно же, счастливы.